Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какую тайну, какой большой секрет откроет вам сегодня песок? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, интересно. Вот хотите — верьте, хотите — не верьте. Вот есть человек, который вас любит и любит вас по-настоящему. И сколько бы времени вы не виделись, сколько бы времени не прошло, человек разлюбить вас не может. Постоянно о вас думает, постоянно вспоминает. У кого-то еще отыграется, жалеет, да, потому что в свое время там сделал неправильный выбор, либо неправильный поступок, либо не осмелился к вам подойти, не смог сохранить отношения, либо не смог принять правильное решение. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Любовь буквально укоренилась в сердце этого человека. Человеку очень сильно плохо без вас. Человек буквально страдает, мучается каждый день. И мне кажется, что вы должны знать, кто это. Либо должны понять, догадаться, кто этот человек. Возможно, в любовь этого человека вы не верите, но человек вас любит, любит по-настоящему. И еще показано, что этот человек никогда не сможет вас разлюбить. И ни с кем другим счастливых отношений этот человек уже не построит. Будь то женщина, будь то мужчина, да, не сможет. Вот как, знаете, если не с вами, то ни с кем. Да? До конца человек может остаться одиноким. Человек будет делать попытку признания, либо попытку встретиться, попытку поговорить. Это будет в будущем. И в будущем, кстати, в ближайшем, да, потому что ближе к корню рисунка вышел этот образ. Но как вы поступите, я не могу сказать, потому что вашу позицию я не вижу. Я не вижу, как вы к этому относитесь. Скорее всего, наверное, вы, может, и знать ничего не хотите про этого человека. Либо вы уже с кем-то счастливы, либо, в принципе, вас совершенно другие вещи интересуют. Да? Но то, что вас любят, вы должны знать. Это как бы факт. Такой вот факт существует. И любил, и любит, и будет любить до конца. Ни с кем другим счастье свое не найдет. Только лишь вот либо с вами, либо ни с кем. Да? Либо одна навсегда. Почему-то какое-то еще сожаление показано, либо какие-то вот, неправильные поступки. Да? Неправильно человек себя повел, неправильно поступил. Дальше. Вот здесь показаны ваши какие-то враги, недоброжелатели. У них времени мало осталось. Времени до того, как, я так понимаю, бумеранг прилетит. Тут, кстати, не один бумеранг. Их сразу 3. Раз, два, три. 3 бумеранга летят. Времени осталось мало. Может быть, вас это задевает, да, люди, которые плохо с вами поступали, люди, которые дичь творят, да, им все с рук сходит, они там живут и радуются, процветают, и вы не понимаете, да, как устроен этот мир, почему все с рук сходит, да, плохим и злым людям. 3 бумеранга сразу летят, а время уже пошло, как, знаете, на часы считают, да. Столько-то часов до столкновения с бумерангом. И это не один, да, их 3. Это будет мощнейший удар, да. Сразу 3 бумеранга ударят. Либо один за одним будут бить. 1, 2, 3. И вот летят у ваших врагов. Они ничего не подозревают, они праздную жизнь ведут, они тут довольные, счастливые. Прям уверовали, да, в свою безнаказанность. Но бумеранги уже летят.
летят, и это неизбежно. Да? Ни одна защита, никакие стены не смогут этих людей защитить. Будет бить сильно и будет бить наповал. Да? Вот эти бумеранги будут бить. Дальше, мои хорошие, показывают, что ваша жизнь не дает покоя вашему окружению. Причем как и тем, кто близко к вам находится, так и тем, кто подальше от вас стоит. То есть люди могут быть друзья, родственники и люди, вот, с кем вы взаимодействуете там, на работе, в делах. Вот ваша жизнь не дает им покоя. Вот им всем кажется, что вы какая-то, либо вы какой-то супер удачливый человек, что вам все прям по жизни легко дается, что у вас там прям буквально все с неба там, да, падает, что вы нигде ничего там пальцем не ударили, а вот за красивые глаза получили. Распространяют о вас небылицы, распространяют о вас сплетни, особенно те, кто вас хорошо знает. Те, кто вам в лицо улыбается, те, кто вам постоянно говорят, что «Ой, ты такой сильный человек», либо «Ты такая смелая», «Ты такой-сякой», да, вот именно они. Вот они больше всех завидуют. Зависть эта, она уже въелась, да, разъела даже сердца этих людей. И пока еще они улыбаются, но скоро начнут зубы показывать. Вы этому не удивляйтесь, знаете, что вот все, зависть поразила этих людей, и этих людей уже невозможно исцелить. Вам придется принимать какие-то меры, вам придется выставлять дополнительные границы, как-то размежеваться придется с этими людьми, потому что по-другому нельзя. Почему самые близкие завидуют? Потому что они не такие сильные, как вы, и вместо того, чтобы учиться у вас, они пытаются оправдать свои неудачи за счет того, что вот вы такой счастливый, счастливая, да, что вам все с неба падает. Хотя ничего вам с неба не падает. Все, что у вас есть, это кровью и потом добыто. Причем с преодолением даже самых сильных сопротивлений. Вот это я вижу. То, что у вас воля сильная, да, вы с этой волей родились. Но и то, что у вас характер, так вы его развивали. Свой характер вы развивали. У вас тоже были падения в жизни, у вас тоже были неприятности. То есть вы умеете взять себя в руки и умеете, если вот не получилось, еще раз попробовать, да, с другой стороны зайти. То есть вы не тот человек, который там будет сидеть и плакать, сдастся и будет сидеть и плакать. А вот ваши, с кем вы там общаетесь, кто вам завидует, они как раз-таки слабаки, которые кроме как жаловаться и плакать ничего не умеют. И как бы завидовать, да, осуждать других, вот они ничего не умеют. Несколько человек вы с легкостью отпустите, а с одним человеком трудно будет. Почему трудно? Потому что вы этого человека жалеете, потому что этот человек долго с вами, видно, был, и, возможно, вы многое прошли, и вы, наверное, даже уже поверили, что человек как вы. На самом деле нет. Этому человеку слишком далеко до вас, и даже за всю жизнь не успеет к вам приблизиться. А зависти здесь прям полные глаза, да, завистью наполнены глаза. И еще, мои хорошие, очень похоже, какая-то подделка есть. Подделка под вас. Кто-то пытается подделываться под вас, либо что-то ваше за свое выдает. Это происходит. И у человека буквально от восторга уже там просто шарики за ролики, да? Человек наслаждается тем, что является вашей копиркой. Человек считает, что он прям очень удачно устроился, да, такой умный, такую прям классную стратегию, да, изобрел, внедрил. Но скоро вы все узнаете. Скоро вы с этой подделкой вплотную столкнетесь. И тут показано, что вам ничего не нужно делать. За вас все сделают люди, да, недовольные люди, которые тоже узнают, что это все было подделкой. Я вижу, что того, кто подделывался, его как на части разорвут люди, недовольные люди, либо люди в агрессии, которые поймут, что их обманывали. И это единственный смельчак, либо смелая девица, кто решил под вас подделываться. Другие этого делать не будут. Не будут, побоятся. Возможно, узнают о том, что произошло, да, и просто побоятся. И еще, мои хорошие, вот мужчину показывают, который
сразу с несколькими женщинами общается. Одна женщина у него для сердца, для души, и это, скорее всего, вы. А вторая женщина для какой-то выгоды. Материальной, нематериальной, я тут не скажу. Но вот он общается с двумя женщинами, как на двух стульях пытаются усидеть. Но не получится. Не получится, потому что небеса не позволят, чтобы этот человек вас обманывал. Вот, возможно, та другая женщина так и ничего не узнает, но вы узнаете, небеса не позволят. И этот мужчина, он может вам много чего там сказать, клясться и прочее, прочее, но вы не верьте. Если он уже раз на такое пошел, то он уже не остановится, он всегда будет так себя вести. Вы у него для сердца, для души, а другая для выгоды. Там преследует выгоду. Но вы все узнаете, да, все раскроется. Дальше. Ну, тут какая-то неспокойная женщина что-то с вашим образом делает. Ну, фотография, скорее всего, да, может быть, это какая-то общая фотография, либо фотография, скачанная с ваших соцсетей. Может быть, она вас как-то из-под тишка где-то сфотографировала. Такое тоже может быть. Что-то она над ней там чахнет, колдует. И так, и сяк, и поджигает, и воском заливает, и какими-то ниточками опутывает, и землю сыпет. А вот ничего у нее не получается. Чем больше она делает на вас, тем хуже у нее дела. И она уже дошла до определенной черты, за которой уже все, пропасть. И вот не понимает она, да, что все ее деяния приведут именно ее к ужасному результату. Вот. Эта женщина, она давно вас недолюбливает, либо давно считает, что вы для нее вот прям помеха. Помеха, да. Может, вы ее даже чувствуете, да, иногда чувствуете, что что-то происходит, какое-то неожиданное тревожное состояние, ни с того ни с сего, там бессонница, там непонятно почему. Либо внезапно просыпаетесь где-то там 3-4 часа утра. Ну вот есть у вас ощущение, что что-то не так, что что-то происходит. А это вот все ее деяние. Она прям как-то ненавидит вас. У нее к вам прям ненависть, да, показана. И чем больше она делает против вас, тем хуже у нее у самой дела обстоят. Вот пока она не замечает этой связи. Но когда заметит, уже, я так понимаю, поздно будет. Вы перед ней ни в чем не виноваты. А то, что она вас ненавидеть стала, ну так это ее вавка в голове. Дальше. Вот у кого-то есть ребенок. Ребенок может быть как и взрослым, так и маленьким. И кто-то вашему ребенку про вас плохое говорит. Ну, может, кто-то из знакомых, родственников, может быть, еще кто. Но ваш ребенок — это ваша кровинушка. Не верит в это, но и вам ничего не говорит. Ну, потому что знает, наверное, да, что вы можете очень буйно, резко среагировать. Почему ничего не говорит? Ну, потому что, наверное, все-таки не время еще, да, не время. Вообще мне идет, что ваш ребенок вас защитит, вот прям защитит. Кто бы что против вас там не говорил, не обзывался, не называл вас по-плохому, ваш ребенок вас защитит. Ну, либо такой отпор даст, что там этот, кто наговаривал, будет бежать, аж пятки будут сверкать. Да. Ну, допустим, если там ваш взрослый сын там с девушкой расстался, скорее всего, она против вас что-то говорила. Либо там перестал общаться с кем-то, да, против вас что-то говорили, наговаривали. Дальше. Вот человека показывают очень эгоистичного, на моноколесе катается. При этом человек просто считает, что ему все должны. Вот априори все должны. Вот кто бы это ни был, все должны. Но при этом человек ни для кого ничего не делает. Любит жить на чужом, любит паразитировать. Этот человек вас приметил за вашу доброту, за ваше открытое большое сердце. Может пытаться вами пользоваться. Уже было пару каких-то таких моментов, когда вы там что-то сделали, помогли, что-то дали, одолжили.
И человек вас, ну, буквально приметил. Очень амбициозные планы на вас. Ну, вот на то, что вы из себя представляете, что имеете, чем можете помочь. Прям человек уже там прописал у вас свои планы. Будьте поаккуратнее, помогайте с умом, помогайте именно тем, кому помощь по-настоящему нужна. И если сложно с людьми, всегда легко с животными, да, особенно бездомные животные, им всегда нужна помощь людей. И там вы точно не ошибетесь, сможете и свои желания реализовать, да, помогать, и будете уверены, что помощь пошла именно туда, куда надо. Дальше. Вот родственники хотят вам что-то предложить, а вернее хотят вас чего-то лишить. Причем здесь какой-то повод будет придуман такой, знаете, что не подкопаешься. Но вам не нужно соглашаться, вообще категорически не нужно. И стойте на своем, да, свое отстаивайте. Даже если вам это не надо, даже если пользоваться не будете. Все равно не соглашайтесь. Не соглашайтесь. Все, принципиальную позицию займите и скажите, что мое мне останется. А если не мне, то там, моим детям, да? Но никому ничего не уступлю. Даже на миллиметр не подвинусь. Вот именно так говорите. Они вас побаиваются, но они вас немножко и за простачку держат, либо простака. То есть можно типа уговорить, может сложно будет, но все равно можно там надавить на эти родственные чувства, на эмоции надавить. Ну, как-то они так вот решили, договорились и будут пробовать. Но вам нужно быть несговорчивым и стоять на своем. Это важно. Потому что если раз согласитесь, потом вас всего лишат. Вот прям всего лишат. Это как бездонная бочка будет. Еще. Ну, это, скорее всего, как-то с работой связано, либо на работе. Начальник жадный, деньги людям платить не хочет, либо людей решил без денег оставить. Какой-то вот прям вынашивает план. Вынашивает план. Но вы знаете, этим планом не суждено сбыться, потому что люди смогут за себя постоять, либо смогут организоваться, и этому начальнику будет не сладко. Вообще этот начальник долго не продержится, мне идет. Максимум полгода продержится, а потом другой человек придет. Ну, либо кто-то другим начальником станет. И вот тогда хорошее время настанет у вас на работе. Для всех. Для всех сотрудники будут в выигрышном положении. То есть полгода это не срок, да, можно и подождать. Ну, а эти полгода, да, вас начальник может там пугать, зажимать. Ну, не только вас, но и всех сотрудников. Как-то, вот, знаете, бесчинствовать. Может, кстати, и за это снимут. Ну, что есть, то я вам и сказала. И еще филина показывают. Но этот филин, он сидит, крылья прижаты. Крылья прижаты. Это тайна. И, скорее всего, это какая-то ваша тайна. Если вы переживаете, что кто-то узнает про вашу тайну, нет, такого не будет. Разве что вы сами кому-то расскажете. Если никому говорить не станете, то и тайна ваша тайной останется. Да? Сам по себе никто ничего не узнает. Информация везде, ну, как закрытая идет. Да? Только лишь вы можете проболтаться. Поэтому держите себя в руках и молчите, и никто ничего не узнает. Ваша тайна останется тайной. Крылья плотно прижаты. Да? Даже кто-то будет специально искать, копать про вас информацию, все равно ничего не сможет узнать. И еще показано, что именно сейчас принимаются решения, кем-то принимаются решения, либо где-то принимаются решения. И эти решения повлияют на вашу ситуацию, либо на вашу проблему, на то, с чем вы столкнулись, на то, что вас мучает и гложет. Решения, возможно, будут не идеальными, но, тем не менее, это хоть что-то. И благодаря этим решениям у вас как две дороги открываются, как два пути, либо две возможности. Вы, пожалуйста, следите за новостями и не упустите момента. Момент будет короткий.
Потому что, ну, как я понимаю, тут либо что-то может поменяться, либо все побегут и вам не достанется. Поэтому нужно следить, нужно быть готовым и нужно будет очень активно и быстро действовать. У кого-то еще отыграется, что именно по вам принимается какое-то решение, и там какие-то прям споры, такие споры, крики, ор, шум, гам, какой-то прям диспут проходит. Не то чтобы люди против вас, скорее всего, они вас не знают, либо не знают, чего от вас ждать. Но, тем не менее, вот как вопрос поднимается, он обсуждается. Там, конечно, помимо вас еще другие вопросы есть, но ваше имя, оно вот где-то звучит, постоянно звучит, фигурирует. Называют ваше имя, называют вашу фамилию и конкретно говорят про вас. Вы даже можете это иногда чувствовать. И снится вам, может, там вода то чистая, то грязная, то пьете, то купаетесь. Да? Вот это вот оно. Именно оно, когда про вас говорят, когда этот вопрос ваш решают, либо по поводу вас что-то решают. С левой стороны. Вы подумаете: Господи, кому я нужна, да, кому я нужен, кто будет про меня говорить, кто будет вопросы решать. Ну вот происходит. Пожалуйста, происходит, да. Еще чуть выше показываю человека, который обладает какими-то вредными привычками, но он их скрывает. Человек, который может наоборот себя подавать, что вот у меня нет никаких вредных привычек, а как раз таки у него и есть, там, либо у нее есть, либо там втихомолочку бухает, либо какие-то другие вредные привычки, да, вредные увлечения, хобби, там, не знаю, азарт, например, там, игромания, лудомания, вот из этой серии, может, шопоголизм еще быть, либо человек, там, не знаю, кредит, микрозаймы берет. Человек, который благодаря своим этим вредным привычкам может попасть в большую беду. И это таким неожиданным открытием для вас может стать, да, вот как снег на голову, что вот такая ситуация случилась. Но с другой стороны, ведь каждый сам кузнец своего счастья, да. И если бы этот человек хотел изменить свою жизнь, ну, наверное, бы вам об этом сказал, подошел бы, да, объяснился бы, попросил бы помощи. Вы бы точно никогда не отказались. И вы бы в стороне не остались, конечно же, помогли. Ну, значит, не хочет. Раз молчит, не хочет. А у кого-то отыграется, что еще подойдет, да, может еще подойти. И тут вот конкретно показывает, что человек действительно как зависимый, да. Не потому, что нравится, не потому, что прям такое желание, а вот как зависимость идет, да, не контролирует себя. И еще показываю двух женщин, ну, либо как вы, либо постарше, чем вы. Эти две женщины, они очень вас уважают. Они очень высоко ценят то, что они с вами дружны, либо состоят в какой-то связи, там, рабочей, дружеской. И эти женщины, может быть, вам там каждый день дифирамбы не поют и ничего вам не предлагают, но в случае какой-то ситуации эти женщины прям встанут между вами и, там, например, какой-то опасностью либо неприятностью. То есть у них такое взрослое сформированное решение, что вот надо вам помогать, что вы очень хороший человек, нужно и помогать, и защищать, и вот вы для них прям авторитетный персонаж. Вы с ними то ли иногда общаетесь, то ли время от времени, но уважение и желание вам помогать, оно прям уже сформировано. Да? Людям не обязательно об этом говорить, но в случае, да, какой-то там ситуации, даже там поверхностной, эти две женщины, они вас очень сильно удивят. Удивят, вот, как они по-настоящему к вам относятся и как они вас ценят, насколько вы в их сердцах занимаете место. А так вроде они где-то там в стороне, там, может, они вместе, может, они по раздельности, но вы для них прям в сердечке, вы у них в сердечке находитесь. Это прям факт. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.